И сәлеметсіз, хөрмәтле дуслар, всем здравствуйте! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит лидер мусульман Татарстана, муфтий Камиль Хазрят Самигуллин. Каршы алабыз, встречаем! Ассаламу алейкум. Малейкум ассалам. Камиль Хазрят Самигуллин, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Родился 22 марта 1985 года в поселке Красногорский Звениговского района Мариэл. В 2003 году окончил Казанское медресе Мухаммадия, затем Академическое медресе при мечети Исмаиль-Аша в Стамбуле, а также факультет исламских наук Российского исламского университета в Казани. Свободно владеет арабским и турецкими языками. Работал имам-хатыбом Казанской мечети Танышлык. Руководил издательством Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Был избран муфтием республики. В 2013 году Камиль Хазрят назначен председателем Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Мы вам принесли небольшой подарок. Это книги, которые были изданы издательством Духовного управления в течение года. Может, какой-то одну из них. С удовольствием посмотрим. Бигзур Ахмед. Их здесь очень много, покажу хотя бы одну. Так. Например, это Рисалея Газиза, известного татарского богослова Таджидина Ялчигола. В этом году она была переиздана, ее перевели мы со старо-татарского языка на современный язык. Поэтому будем рады, если вы прочтете. С удовольствием прочтем все эти книги, а их здесь очень много. Бигзур Ахмед, большое спасибо. Мы сегодня с вами собрались в преддверии великого мусульманского праздника Курбан-байрам. Я думаю, и блюда у нас будут соответствующие. Расскажите, пожалуйста. Сегодня мы, иншаллах, будем с вами готовить курбан-аша. Что же еще? И как в качестве второго картошку с печенью. То есть для нас, для мужчин, чтобы было не одно блюдо, а два. Настоящий большой, красивый татарский стол. Бисмилля это башлымыз, мы начинаем. Итак, пока я вас ждал, я уже отварил бульончик. Замечательно. Из бараньего мяса халяль. Мясо у нас уже готово. Осталось... Что туда осталось добавить? Вы будете резать морковь, я начну с лука. То есть это, получается, ингредиенты для нашего бульона. Режем, наверное, на шурпу все крупно, да? Крупно, то есть полуфольцами. Камиль Хазрят, ну и первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям о истории праздника Курбан-байрам. Этот праздник уходит корнями пророку Аврааму по-библейски. Мы называем его Ибрахим, алейхиссалям. У него не было детей, и он просил у Господа, постоянно обращался в своих молитвах к Господу, к Аллаху, и он дал ему сына Исмаиля, алейхиссалям. И он очень любил сильно Исмаиля, и однажды Господь, дабы испытать его веру, ибо он его назвал своим другом, в Коране говорится, «Вот тахазаллаху Ибрахима халиля», и Всевышний Господь сделал Авраама, Ибрахима, алейхиссалям, себе другом. И это очень примечательно. Немножко, если отойти от этого, как раз вот часто нашу религию называют, пытаются навязать ярлыки, и мы говорим, что наша религия – это религия любви. Ибо если мы вспомним, как говорится в Коране о пророке, например, Моисее, Мусе, алейхиссалям, то там говорится «Вакаллям Аллаху Муса таклима». Поистине Моисей, Муса, алейхиссалям, говорил с Господом. То есть его качество – это калимуллах, тот, кто говорил с ним. Когда мы говорим о пророке Аврааме, то мы вспоминаем его качество как халилюллах, друг Господа. Но когда мы говорим, например, о пророке Иисусе, Иисе, алейхиссалям, то мы вспоминаем его качество как рухуллах. وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. То есть она та, которой мы вдули, как бы дали душу. Дали душу. А когда мы говорим о последнем пророке Мухаммаде, то мы сразу первое, что вспоминаем, это Хабибуллах, любимец Аллаха. То есть наша религия, она зиждется, она основана на любви. Это религия любви. Итак, и Ибрахим, алейхиссалям, он очень любил своего сына Исмаиля, и Господь решил испытать его веру. Но когда он просил, говорит, я даже готов принести его в жертву. И тогда он видит сон. И этот сон повторяется много раз. То есть наши сны – это одно, но сны пророков, они подобны откровению. То есть он видел сон, где Господь приказывал ему принести своего сына в жертву. И тогда Ибрахим, алейхиссалям, окреп в своей вере, решил все-таки совершить данное деяние и повел своего сына. Спросил, конечно же, его мнение. Его сын сказал: «Я абати фа'аль ма ту'мар». О, отец, делай то, что тебе приказал Господь. Но мы знаем, что Господь испытывал, то есть ему не нужна жертва, человеческая жертва, и жертву сына он заменил на барашку. Поэтому этот обычай остался до сих пор, и каждый год мы приносим в жертву барашку
в знак своей любви к своему Господу. Все, лук уже у нас готов. Лук у нас готов. Я сейчас предлагаю наши овощи переместить в бульон, который, мотор это закипает здесь. Так. Так. Ну, я думаю, что параллельно нам стоит нарезать Картофель, картошку да. на 4 части. Но вы заметили, да, что у нас много лука? А я думаю, лук шурпу не испортит. Разумеется. Так. Все красиво здесь. Так, пожалуйста, это ваше. Хорошо. Камиль Хазрет, скажите, пожалуйста, а вот как принято у мусульман праздновать Курбан-байрам? То есть, в общем, и у мусульман, и у татар в частности, согласно сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это как праздничный день, желательно или перед этим днем совершить гусуль, полное омовение. То есть, скажем, в деревнях это топится баня, человек моется. Желательно одеть новую одежду именно на праздник. Если нет возможности одеть новую, то хотя бы чистую, умаститься благовониями. И желательно с утра ничего не есть, когда пойдете на праздничный намаз. Да, чтобы первое, что ты поел в этот день, было мясо курбана. За это есть большая награда, и об этом говорится в изречениях нашего любимого пророка. Также желательно идти одной дорогой, а возвращаться совершенно другой. То есть это тоже является сунной, и за это есть награда. Конечно, то есть мы знаем, что мужчины должны участвовать на праздничной молитве. Ну, женщины обычно в это время готовят стол. После этого мужчина приходит, совершает обряд жертвоприношения. То есть у него есть, конечно, тоже свои правила. И после этого все медленно перемещается к столу. Но вот у меня с детства остались воспоминания с праздником Курбан-байрам, когда, например, приезжал в деревню на этот праздник, да, и после мечети мы приходили домой, кушали сначала у нашей бабушки, а потом уже ходили по всем родственникам. То есть такой большой праздник, все друг друга угощают, и самое главное, передают обязательно кусочек мяса в туганарга. Вот, то есть вот есть ли какой-то порядок вот, раздачи священного? Вообще желательно, то есть если же вы, скажем, режете барашка, то разделите его на 3 части. То есть, скажем, одну часть вы оставите дома, вторую часть вы можете использовать в приготовлении пищи или то есть, угостить родственников, а третью часть раздать нуждающимся людям. То есть это очень важно. То есть важно делиться своими соседями, так как мы знаем из изречений пророка, что права соседей, они порой бывают даже больше, чем права родственников, так как они рядом, они близки вам. То есть это очень важно. Так, все понятно, а мы положили картошечку в наш бульон, и, кстати, сейчас я поставлю картошечку для второго блюда на огонь. Хорошо, чуть не забыли. Да. И я думаю, надо ее будет посолить немножко. Курбанаша. Отварили баранину, бульон процедили, заправили луком, морковью и картофелем, посолили и варили до готовности. При подаче шулпы в тарелку добавляется отварное мясо. Мне кажется, нужно приступить к готовке второго блюда. Я тогда нарежу еще лук более мелче, а вы нарежете печень. Так, продолжаем готовить. Так, печень мы сегодня используем говяжью. Так, ее на мелкие кусочки, да? Да. Так. Камиль Хазрет, еще один вопрос у меня есть. А где в этом году, вот на время праздника Курбан-байрам, можно принести жертвоприношение? Есть ли специальные места в городе? Конечно, то есть в городе у нас есть специально оборудованные места. В частности, в этом году будет, то есть уже сделано 20 боксов. То есть это специальное такое небольшое помещение с 2 входами. То есть есть вход и выход, где можно будет совершить обряд жертвоприношения. То есть ничего не видно, все аккуратно, по последнему слову, скажем, техники. И в 20 мечетях города это будет расположено. Но хотелось бы отметить, что в этом году, вот как раз сейчас должно произойти открытие на днях, в Лачинском районе, в поселке Сакуры, мы построили центр, скажем, для забоя животных. Специальный? Да. То есть он специализирован, и пока, по нашей информации, это единственный в России. То есть там все на рельсах, все аккуратно, на кнопочках. Даже потроха будут увозиться за Елабугу, то есть у нас там есть завод, который принимает, и в этом году, то есть впервые в Республике Казани это будет вывозиться централизованно, поэтому можно будет приехать во время
питья чая вы будете наблюдать, как совершается обряд, и только получаете уже в пакетах. Ну, Можно а вот- заказать и домой. А вот если, например, правоверный мусульманин во время Курбан-байрама отправляется в командировку с работы, то как он должен этот обряд совершить? Очень просто. Это раз, как мы сказали, что из центра можно заказать заранее или поручить кому-то из родственников. И, то есть этот обряд будет от вашего имени А исполнен. он будет считаться? Конечно. Камиль Хазрат, а вот как в вашей семье происходит этот праздник? И, кстати, пользуясь случаем, раз уж я заговорил о семье, я поздравляю вас с 4-м ребенком, который появился на свет буквально недавно. Спасибо. Кто это, мальчик, девочка? Теперь девочка. Теперь девочка. Сколько у вас вообще девочек, мальчиков? 2 мальчика и 2 девочки. Как у вас все ровненько? 2 мальчика, 2 девочки. Ну, во всем должен быть порядок. Что касается праздника, то у меня немножко, конечно, он проходит, так как нужно готовиться и к праздничной проповеди. Более раньше мы выходим в мечеть. Это последние несколько лет это мечеть Кол-Шариф, где происходит подготовка, потому что нужно проследить, не забыть поздравить наших сотрудников. Это и казы, это и мухтасибы районов, поэтому нужно подготовить письма. И, то есть с утра мы в работе. То есть уже с вечера и с То утра. есть, а супруга дома готовит блины? То есть она готовит, но не всегда может меня застать потом после праздника. Вопрос, который, мне кажется, интересует всех зрителей. А вы-то сами готовите? Бывает такое, но в основном этим занимается жена. Но если вспоминать годы обучения в медресе, то приходилось готовить часто. Кстати, Камиль Хазрат, нам надо не забыть посолить картошечку. Обязательно. Да. Бисмилля рахман В рахим. отличие от лука, с этим нельзя перебарщивать. Да. Ну и следующий вопрос, который, мне кажется, еще более интересует наших зрителей. Вот как вы пошли на путь ислама? То есть у вас же родители – это обычная светская семья. Ну, как сказать, то есть общение с бабушкой. Также, когда мне было 11 лет, мне очень было интересно научиться читать арабской вязью. Так, когда ты растешь, ты видишь шамаили, то есть какая-то атрибутика в доме. И очень интересно было прочитать. Поэтому начал ходить по воскресеньям в мечеть. Первая ученица, ее звали Райса Ханум. И в течение 3 лет, учась в школе и параллельно посещая курсы, если так можно назвать, при мечети, продолжил учиться. После этого поступил в Мухаммадию, затем в Средней Азии, немножко Дагестан, Турция. И вот также окончил наш Российский исламский университет. Ну, в Казани. арабский язык, я просто сам в институте обучался, он же ведь очень сложный. Сам Господь говорит, что Коран на арабиян, что я ниспослал Коран именно на арабском языке, что это ляйса фи иваджан, то есть нет никакой кривды в нем. То есть это такой же язык, то есть это не какой-то инопланетянский диалект, это такой же язык, на котором говорят такие же люди, как мы. И каждый из нас способен его выучить. Кстати, а как вы относитесь к переводам Корана? Вот, например, я Коран часто читал на русском языке, потому что он на более русском понятен. языке нужно отметить, что на русском языке Коран не будет являться непосредственно Кораном, то есть это толкование смыслов. И, к сожалению, до сегодняшнего дня некоторые переводы переводили, скажем, востоковеды, поэтому они подходили со своей стороны, или же не всегда компетентные люди. То есть очень мало переводов, которые можно порекомендовать. Ну, они есть. Более 15, даже 20 на русском языке только. И посему наше духовное управление решило создать, скажем, новый перевод, который будет зиждиться на основных толкованиях Корана, которые были присущи нашему народу. И сейчас идет работа более 3 лет. Надеемся, что к следующему году мы ее завершим и сможем вам подарить новое издание. Аллах верса. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодняшняя программа посвящена священному празднику мусульман Курбан-байраму. И с нами сегодня готовит муфтий нашей республики Камиль Хазрат. Салам Сизгар Бигзур Ахмед, большое спасибо, что пришли. Нам очень приятно. И еще приятнее готовить 2 замечательных блюда в вашей компании. Это аш. Курбан-аш. Мы уже отварили баранину, положили лук, морковь и картошечку. И наш бульончик очень красиво кипит. Так, и отвариваем картофель для 2-го блюда. А сейчас, я думаю, самое время пожарить ингредиенты для 2-го. Это лук и баур, печень. Так, сейчас мы все это включаем. Так, вы, кстати, я заметил, так профессионально резали лук. Это вас супруга научила?
Это меня учеба в медресе научила. Учеба в медресе. Кстати, а ваша супруга, вот кроме того, что она занимается воспитанием детей, где-то она работает еще или ходит в мечеть? По образованию она экономист. Но сейчас она занимается журналистской деятельностью, если можно так назвать. Она курирует сайт, женский сайт annisatoday.ru. Скажем, дистанционно управляет этим сайтом. Можно сказать, вполне занятая женщина. Ну, кроме того, что воспитывает детей. Также в свое время она раньше занималась спортом, но уже 8 лет как бросила это занятие. Каким видом спорта? Карате Кукусинкай. Карате? Да. Вот так вот, друзья, муфти Татарстана, жена занималась карате. Но ничего не подумайте, это Нет, не нет. значит, что меня обижают. Зато вы всегда под защитой, наоборот. Вы всегда под защитой, если вы с супругой куда-то вышли. Лучок мы по традиции обжарим до золотистого цвета, я думаю. И потом добавим печень. Камиль Хазрят, а вот расскажите, есть у мусульман какие-то традиции приема пищи? Конечно. То есть религия ислам настолько уникальная религия, что в ней прописаны все стороны нашей жизни. Есть ответы на все. Так как пророк являлся примером не только для мусульман, но даже и для неверующих людей. Он был лучшим отцом, лучшим другом, лучшим мужем, лучшим спутником. И мы во всем смотрим на него. И даже в Священном Коране Всевышний Аллах говорит: поистине в посланнике Аллах для вас был лучший пример. Для тех, кто любит Аллаха, хочет его довольства и хочет достичь счастья в обеих мирах. Что касается сунны, его примера, то он всегда рекомендовал нам есть правой рукой. То есть не есть левой рукой. Правая рука, она более предпочтительна, скажем так. То есть здороваемся мы, например, правой рукой, начинаем все с правой стороны. И нужно принимать пищу, говоря «бисмилля». Так как если мы произнесем эти слова, то шайтан не сможет есть вместе с нами. Затем есть такая сунна, начать, например, с соли. То есть щепоточку соли, или же с фруктов, если они есть. Брать желательно с той стороны, с которой ты сидишь. То есть будет некультурным, брать с другой стороны будет некультурным, согласно мусульманской этике. Есть рядом. Как я уже сказал, начиная с правой стороны. И забыл сказать, что важно очень мыть руки в начале еды и в конце еды. Это прибавляет баракат, прибавляет изобилие в нашей пище. Также, когда мы едим, нужно знать, что то есть нельзя переедать, это тоже греховно, поэтому условно нужно делить свой желудок на 3 части. Одну часть мы заполняем пищей, одну часть жидкостью, а одну часть оставляем, чтобы можно было дышать. То есть нельзя так есть, что уже дышать не можешь. То есть переедать нельзя? Конечно. Сейчас мы коротко рассказали об обычаях, как нужно есть, как это, чтобы соответствовало сунне пророка. Но также нужно помнить, что праздник Курбан-Байрам и вообще Ураза-Байрам, все праздники, они нужны для единения семьи, то есть, чтобы родственники собрались все вместе за одним столом, пообщались. Это очень важно, так как мы знаем, что «Миналь кальби ляль кальби сабили» говорит, что от сердца к сердцу есть путь. Поэтому важно общаться, видеться. Тем более мы так редко делаем это в последнее время. Бавыр бәрәңге белән. Печень с картофелем. Репчатый лук нарезали полукольцами, обжарили на растительном масле, добавили нарезанную брусочками печень и жарили до готовности. Отдельно отварили картофель. Выложили на блюдо, а сверху горкой готовую печень. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, не расстраивайтесь. Мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и выкладывайте фотографии. Камиль Хазрят, Аллах шикр, вот вашими и нашими усилиями получился у нас такой красивый праздничный мусульманский стол. И сейчас, с вашего позволения, я наши блюда помещу в тарелочки, и потом мы будем пробовать. Хорошо. Но остался у меня еще один вопрос. Вот все-таки в таком молодом возрасте не сложно ли вам управлять такой большой организацией? Вот раскройте нам секрет. Что касается возраста, такой недостаток, который быстро пройдет. Что касается организации, то у нас прекрасная команда. У нас есть совет казаев, это 9 человек. Есть совет аксакалов, также есть совет ученых, которые подготавливают решения, помогают нам во всем. И мы очень им благодарны. То есть, как говорится, вы не один. То есть мы вместе. И буквально недавно, я знаю, вы принимали участие
заседание организации, такой очень серьезной организации, как ООН в Женеве. Вот как туда попали? Это было приглашение специально? Ну, это, во-первых, не первый раз. До этого первый раз мы поехали на заседание в Австрию ОБСЕ. Так, бисмилляй, это пока шубку надевай. Тема была, касалась исламофобии. И, то есть я вместе с чеченским муфтием, то есть мы очень хорошо выступили, считаем мы. И они тоже так нас похвалили, так как мы рассказывали о положении мусульман в России. И уже после этого, вот уже как 2 раза мы принимали участие в 26-й сессии и вот последний раз в 27-й сессии ООН по правам человека. И отрадно то, что мы как Республика Татарстан представляли свою республику. Также с нами был представитель и аппарата президента Республики Татарстан. Мы организовали, то есть совместно с представителями миссии России при ООН и нашего духовного управления круглый стол. Мы поговорили о традиционных ценностях, о положениях мусульман в России, подготовили небольшой фильм короткометражный на английском языке, показали, рассказали о нашей республике. То есть на самом деле многие люди имеют неправильное представление о России, и в частности о татарах. Об исламе в России. Об исламе. И, ну, на самом деле в Европе люди думают, что здесь до сих пор все пьяные и медведи по улицам ходят. То есть, мы объяснили, То есть это реально так? ну, думаю так. Поэтому мы рассказали, как у нас прекрасно, как мы внимательно относимся к семейным ценностям. Вот, в частности, в Женеве очень мало детей. Если обратить внимание, в таких странах очень мало детей, много пожилого поколения. Может быть, это хорошо, но отсутствие детей удручает. Ну, а у нас в Республике Аллагашка с детьми все в порядке, ведь в татарских семьях традиционно бывает много детей. А на праздник бывает очень много вкусной, полезной еды халяль. Айдек заль, бисмилляй тып. Попробуем сначала нашу шурпу. Так, по традициям, тазбилям башлыбыз, пробуем соль. Бисмилляй тып. Бисмилляй рахим. Правой рукой. Так, бульончик. Ну как? Я еще до программы не ел, по вашему совету, поэтому прекрасно. Здесь ничего не скажешь. Свежее мясо халяль, немного овощей, картошка, традиционный рецепт вкусной праздничной шурпы. А я уже посмотрел, вы попробовали печень. Как вам? Я не пережарил ее? Все отлично. Так, ну я сразу печень с картошечкой. Бисмилляхи рахмани рахим. Второе блюдо мне тоже очень понравилось. Печень получилась нежная. Хорошо прожарено. Но мы старались. И мне кажется, наш праздничный стол удался. Аллаға шүкір. Камиль Хазрат, Сізге бигзур рахмет. Большое спасибо, что пришли к нам. И у вас есть сейчас шанс поздравить всех жителей Республики Татарстан с этим священным праздником. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех единоверцев с этим великим днем, праздником Курбан-Байрам. Слово «курбан» идет от слова «каруба» – приближение. И надеюсь, что этот праздник всех нас приблизит друг к другу, а самое главное – приблизит к Господу. С праздником! Дорогие друзья, мы от всей души вас поздравляем с этим священным праздником Курбан-Байрамом. Готовьте вместе с нами и смотрите нас каждую неделю. С нами был муфти Республики Татарстан Камиль Хазрат и я, Руслан Шарафудинов. Сау булагас! Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.